Рахмон запретил преследовать за лайки в интернете. Узбекистан. Массовые рейды по всей стране. Песков. Нас мало, нужны мигранты. Президент Таджикистана подверг критике действия правоохранительных органов за необоснованное, по его словам, возбуждение уголовных дел, в том числе за лайки в интернете. Он заявил об этом, выступая 29 октября в Душанбе на церемонии открытия госучреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров. از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل نشابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. Напомним, что в 2016 году в Уголовный кодекс Таджикистана было включено понятие «публичное оправдание экстремизма и терроризма», в том числе через интернет, после чего лайки и комментарии под публикациями такого характера приравниваются силовиками к оправданию экстремизма и пропаганде экстремистских идей. В свою очередь, это грозит уголовным делом и лишением свободы. На сегодняшний день жертвами такой правоприменительной практики являются критики правительства, молодежь, просматривающая религиозный контент в интернете, и сторонники оппозиции. Агар мо солҳои охир ҳам масалан ҳамон статистикаи бардошта бинем дар худи Тоҷикистон, на фақат аз ҷумҳури берун, дар худи Тоҷикистон ҳам солҳои охир бениҳоят ҳамин қазиёт зиёд шудаанд. Однако наблюдатели сомневаются в серьезности намерений Эмомали Рахмона сократить масштабы политических репрессий в стране. Мы уже давно привыкли к критическим высказываниям Рахмона в адрес силовиков или исполнительной власти. Все это не сулит реальных изменений, а скорее является популистскими заявлениями, направленными на создание в умах граждан образа справедливого правителя, не позволяющего чиновникам обижать простых людей. Если бы Рахмон всерьез задумался о прекращении политических репрессий за интернет-активность, для этого в первую очередь нужно внести изменения в Уголовный кодекс, и только после этого установить контроль за правоприменительной практикой. Рахмон часто критикует чиновников на показ, в то время как на самом деле одобряет их действия. Так, например, он несколько раз потребовал прекратить пышные встречи во время его поездок по регионам Таджикистана. Также 1 сентября этого года на встрече с учителями и преподавателями Рахмон резко раскритиковал привлечение школьников в праздничных шествиях, в торжественных встречах и проводах чиновников, отметив, что очень недоволен привлечением детей и дав указание больше не прибегать к подобной практике. Однако, как мы видим, пышные встречи продолжаются в прежнем масштабе, и школьники продолжают принимать в них участие, как и раньше, считает таджикский блогер Абдулла Аббосов. در مقیاس پیشتر ادامه دارند و خوانندگان مکتب مثل پیشتر در آنها اشتراک میکنند. تیاری 35 سالگی را بینید. یک جا میگذرانه 35 سالگی استقلالیت. Saqqol qo'yish mumkinmi? Siz hozir qayerdan topyapsiz bunaqa gaplarni? Islom diniga qayerga yozilgan saqqolni o'stirib, mo'ylabni olib yurish? В Узбекистане продолжаются рейды против носящих бороды мужчин. Рейды проходят по всем регионам. Об этом сообщает канал Global Tahlil. Так, в Самарканде силовики во время проведения таких рейдов забирали бородатых мужчин прямо с остановок общественного транспорта и из парковых зон. Под предлогом проведения профилактической беседы мужчин насильно доставляли в местное отделение милиции и тщательно проверяли их мобильные телефоны. После установления личности их под угрозой административного ареста на 15 суток за оказание сопротивления сотрудникам заставляли сбрить бороду. Kelib keting deyapti. Hani boramiz, so'ramiz. Nima bo'lar? Ash holat bo'ldi. Также сообщается о рейдах в Хорезмской области. По информации источника канала, 13 ноября без каких-либо оснований сотрудники правоохранительных органов в 5:30 утра провели рейды по домам некоторых жителей Хорезма. По официальной версии силовиков, рейды проводились в рамках борьбы с наркоторговлей. Однако почему-то все задержанные оказались мужчинами, постоянно посещающими местные мечети. Kuni kecha O'zbekiston bo'ylab soqolli dindorlarga qarshi uylariga reydlar qilib bostirib kirilib,
ularda ba'zilari olib ketilib hatto 15 sutkalab qamalgani haqida har tarafdan xabarlar kelyapti. Также силовики отняли все мобильные телефоны членов семьи задержанных для тщательной проверки. У очевидцев, которые пытались заснять происходящее, были разбиты телефоны. По словам членов семей задержанных, которые пришли за разъяснениями в местное отделение, 38 мужчин, в основном носители бород, были арестованы на 15 суток. Mashhur telekanaldan ko'rsatuvga taklif qilishdi. Sahna orqasi deymiz, endi o'sha yerda turgan paytim o'sha mutasaddilar kelishdi-da. Sizga mumkin emas, soqolingiz bilan chiqishingiz mumkin emas deydi. Таких достаточно жестких действий. Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны. Об этом интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем, отметил он. Без мигрантов мы, в общем, вряд ли выживем, это очевидно совершенно. И об этом говорит и в том числе и Набиуллина, говоря об инфляции. Напомним, что после теракта в подмосковном Крокус-Сити-холле в марте 2024 года, в совершении которого обвинили выходцев из Таджикистана, в России началась масштабная антимигрантская кампания. Причем с одобрения Кремля в ней приняли участие даже националистические группировки, что невозможно объяснить с точки зрения российского законодательства. Кроме того, со стороны властей были приняты меры, ужесточающие правила въезда и пребывания трудовых мигрантов в РФ. Мое личное сугубо мнение, потому что я не специалист, но я считаю, очень многое упущено. Упущено, во-первых, в законодательстве нельзя было просто так давать возможность проникать сюда огромному количеству мигрантов, которые не соответствуют нашему культурному коду, вообще нашей культуре, которые едва говорят по-русски, а может вообще не говорят. Одно из подобных ограничений, вступившее в законную силу 7 ноября, это процедура геномной регистрации, то есть сбор ДНК. По мнению правозащитников, геномная регистрация открывает новые возможности для силовых структур в злоупотреблениях. В северокавказских республиках давно практикуется сбор ДНК у соблюдающих мусульман, что открыло двери для фабрикации в отношении них уголовных дел по террористическим статьям Уголовного кодекса. Учитывая тот факт, что трудовые мигранты из Центральной Азии являются наиболее незащищенной перед беззаконием силовиков категорией людей, за которых не вступается даже их собственные правительства, правозащитники прогнозируют серьезный всплеск фабрикации уголовных дел в отношении них. Для того, чтобы понять, кто такие задержанные, связаны ли они вообще с исламистскими движениями, а если так, то связаны ли они с терактом в Крокус-Сити, для этого у нас совершенно недостаточно информации. Зато мы достоверно знаем, что Федеральная служба безопасности очень любит отчитываться. Она и до всяких терактов отчитывалась о вскрытии в самых разных регионах России ячеек ИГИЛ. Как правило, это были совершенно стереотипные сюжеты. И похоже, что это была группа, организованная провокаторами через социальные сети, которыми потом и отчитывались.